Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в Пусть будет как будет. Пусть будет как будет, это очень простая азартная, короче, игра с очками, которая является еще одной разновидностью покера. Итак, для игры нужны какие-нибудь предметы для ставок. И обычно колода из 52 карт, двоек жрецов без джокеров. Для этого видео я решил использовать вот такие жетоны. Покерных фишек у меня пока что нету, но они скоро будут. И, короче, конечно, конечно, у меня есть монеты, но мне кажется, для этой игры лучше подходят вот эти жетоны, так что да. Итак, так. Старшинства карт в игре нет, но есть старшинство комбинаций, которое по сути такое же, как в других разновидностях покера. Вы можете посмотреть мое видео про техасский холдем. Там вы подробнее узнаете про комбинации. И пока что единственное отличие с комбинациями тут эта пара, она засчитывается только с двумя десятками. Меньше десяток пара уже не считается. Итак, количество игроков это 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8. Цель игры получить определенное количество предметов. Итак, раздача. Раздатчик, который в этой игре называется дилером, раздает 3 карты. О нет, сначала каждый игрок получает 3 предмета, в этом случае 3 жетона. 3 жетона. 3 жетона. А потом получает 3 карты, одной карты за раз. И остаток колоды он убирается в сторону и больше не используется в игре партии. Итак, потом начинается ход игры. А точнее, короче, идет 2 круга ставок. И, короче, игроки объявляют свои ставки, и свои карты они не смотрят сюда. Ну, пока что не смотрят. Потом вы знаете почему. Почему потом вы увидите, когда их... Вы знаете, когда их надо будет раскрывать, так что да. Так, допустим, Димон ставит... Он, короче, ставит все 3. Но я решаю поставить только одну. И, короче... ой, точно, совсем забыл сказать. На самом деле, дилер, он себе дает 2 карты, а не одну. Так что да. После первого круга ставок раскрывается первая карта дилера. И это всегда карта слева. Потом начинается второй круг ставок, который идет так же, как и первый. Допустим, Димон решает опять еще одну ставку. И после второго круга ставок дилер раскрывает свою вторую карту справа, последнюю. И потом все остальные противники, они тоже раскрывают свои 3 карты. И 3 карты. И, короче, владельцы комбинации, они получают количество предметов в зависимости от своей ставки. Если, например, Димон поставил 3, то он от дилера получает 6. Короче, 2 к 1, то есть
6 жетонов, потому что у него 3 умножить на 2 равно 6. И так, короче, с другими такими ставками. А игроки без комбинаций, они теряют все свои ставки, которые объявляли в раунде. И партия идет до тех пор, пока не останется один игрок, который не набрал определенное количество предметов. Тот игрок проигрывает, и каждый противник того игрока выигрывает. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вы поняли, как в нее играть. Надеюсь, вам понравилось это видео. И так как мне больше нечего сказать, я завершаю на этом видео. Так что всем пока.